Улица Бекова пострадала сильнее всех, как мы видим, от дорожного полотна в принципе ничего не осталось, а куски асфальта разбросаны по всей улице. Жители Икажева приходят в себя после разрушительной стихии, коммунальные службы ликвидируют последствия наводнения, а специальная комиссия подсчитывает ущерб. Сотрудничество России и Белоруссии выстроено по всем возможным направлениям, включая экономику, социальную сферу, культуру, образование и науку. Многолетнее плодотворное сотрудничество 20 лет исполнилось с момента подписания договора о союзе между Россией и Белоруссией. Об отношениях двух стран говорилось в форуме. Трудоустройство, жилье, материальная помощь. Жители региона смогли обратиться с просьбами к спикеру парламента. Залимхан Ивлоев провел прием граждан. Мы дали четкие конкретные указания всем структурам, чтобы они в сроки уложились, касающиеся их вопросов по проведению хаджа. Первый рейс в августе. Комитет по хаджу готовится к отправке паломников в Саудовскую Аравию. Организационные вопросы обсуждались на совещании. Вручение дипломов, демонстрация знаний. Студенты региональных СУЗов отметили молодежный праздник. О профориентационной выставке наш корреспондент. На телеканале Ингушетия информационная программа «Новости 24». В студии Амирхан Зортов. Здравствуйте. Жители Икажева приходят в себя после стихии, обрушившейся на село накануне. После сильного дождя там оказались подтоплены несколько десятков частных домов. Основной удар стихии пришелся на улицу Бекова. О масштабе катаклизма можно судить по кадрам очевидцев. В зоне ЧС работают спасатели и другие оперативные службы. По поручению главы региона в правительстве сформирована специальная комиссия по оценке ущерба, нанесенного местным жителям в результате наводнения. Репортаж Индиры Манкиевой. На долю секунды зрителю может показаться, что на видео обычная река после дождя. На деле же это затопленная дорога. Ливневые дожди для жителей нескольких улиц в Икажево обернулись настоящей катастрофой. Уровень воды в некоторых местах достигал нескольких метров. Мебель, одежда и бытовая техника вчера буквально плавали в доме Картоевых. Хозяйка с ужасом вспоминает, что вода без преувеличения была домочадцам по пояс. Начался дождь, потом сильно, вот прям как лавина, вот волна как зашла в дом, я не успела. Я одна была с ребенком дома, с детьми дома. Я не смогла просто эту дверь удержать. Я закрыла, хотела на ключ закрыть, не получилось у меня. Вот прям волной вот так зашло. Ребенок упал с кровати, я его взяла и пошла наверх. Во дворе еще мало, а там в доме у нас вода еще стоит, ее еще не выкачали. Во дворе семьи Бековых аналогичная картина. Все имущество буквально выплыло на улицу. Стены старого ветхого дома чудом устояли. Глава семьи радуется, что на момент затопления внутри никого не было. Общая картина, تحقق شوم خضر ما هم دوت تحقق غرس بدون وذر قوة موضوع هم شتيغا سكر الواقع هم آلية كذا آلية كهم واسطة تدالش ديك ذبير وقوة لوج ذكرات تينغش لوج ذكر إيش كله هرديان. На этих кадрах хорошо виден масштаб трагедии. Со вчерашнего вечера на месте работает оперативная группа, в которую входят члены правительства, МЧС и местные власти. Улица Бекова пострадала сильнее всех, как мы видим, от дорожного полотна в принципе ничего не осталось, а куски асфальта разбросаны по всей улице. Зампредседателя правительства Багаудин Аздоев, который является и руководителем оперативной группы по ликвидации последствий стихийного бедствия, выехал сегодня в Икажево, обошел дома, пообщался с жителями и дал оценку нанесенному ущербу. Сегодня в селе работает еще одна специальная группа, которая подсчитывает нанесенный материальный ущерб. Как отметил зампред, ни одна пострадавшая семья не останется без поддержки. В самые короткие сроки будет оказана вся необходимая помощь. Мы сейчас делаем полностью подворный обход, фото-видео фиксация. Сегодня же обратимся в МЧС России, там уже по 110-му постановлению будем просить деньги для этих людей, чтобы они могли восстановить свое
имущество. В результате сильных дождей более 150 семей Выкажева остались без газа, воды и света. Коммунальные службы задействовали все силы для кратковременного решения вопроса. Где-то метров 200 у нас протяженность газопровода повредила в результате паводка. Но мы сейчас уже со вчерашнего дня локализовали и начали восстановление данного газопровода. Думаю, сегодня до 5 часов вечера мы уже завершим свои работы. Как видите, подача газа будет возобновлена. У нас тут здесь задействованы 8 единиц техники, 4 бригады и 25 человек. Это получается по этой улице или по селу? По этой же улице. Без газа у нас остаются от 150 до 170 абонентов. Но это связано с тем, что мы отключили данную улицу, и эти 3 улицы между собой взаимосвязаны. Поэтому у нас 150 абонентов сейчас на данный момент без газа. Но мы к 5 часам, максимум до 6 часов вечера уже возобновим газоснабжение. Сами жители пострадавших улиц заняты тем, что устраняют последствия стихии, откачивают оставшуюся воду. Для того, чтобы все просохло, необходимо несколько солнечных дней, а для того, чтобы избавиться от неприятного запаха, придется ждать еще не одну неделю. Течение было настолько сильным, что вода смогла даже сдвинуть с места вот этот вот трактор и унести его примерно 10 или 15 метров. Остановить его смогли лишь вот эти вот бетонные столбы. В данном случае жителям улицы сильно повезло в том, что столбы остановили огромную машину. В противном случае она могла бы просто разнести весь дом. В общей сложности в результате стихийного бедствия Выкажева так или иначе пострадало не один десяток семей. Индира Манкиева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Представители оперативного штаба, созданного по поручению главы региона, провели Выкажева выездное совещание. Обсуждались вопросы ликвидации последствий стихии и подсчета ущерба, нанесенного наводнением. Дано указание не оставлять без внимания ни одно заявление граждан, оказать помощь каждому жителю независимо от уровня ущерба. На данный момент 50 семей официально признаны пострадавшими от паводка. Им будет оказана помощь по 135 статье постановления правительства о выплатах пострадавшему населению. Уже восстановлена подача воды и газа, тяжелая техника расчищена дорога. Службами ПЖКХ МЧС выкачивается вода из подвалов. В воскресенье Юнусбек Евкуров назначил очередное заседание оперативного штаба, по итогам которого будут окончательно утверждены списки пострадавших семей и размер материальной помощи. В этом году прошло 20 лет с момента подписания договора о союзе между Россией и Белоруссией. С тех пор отношения между странами только укреплялись. Белоруссия стала главным партнером нашего государства среди стран СНГ. Этой знаменательной дате приурочен форум регионов России и Белоруссии, который стартовал сегодня в Москве. В диалоге принял участие глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Партнерство в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества – это главные темы форума. В своем приветственном слове председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко отметила, что сегодня Россия и Белоруссия должны объединить усилия на поиск дополнительных эффективных точек роста, взаимодействовать не только в привычных областях, но и развивать новые направления, в частности, цифровую экономику. Россия традиционно экспортирует в Беларусь энергетические товары, а из Беларуси продовольствие, сельхозсырье и транспортные средства. Также сегодня предполагалась работа секции с участием профильных министерств и ведомств представителей бизнеса двух стран. Эффективное сотрудничество России и Белоруссии выстроено по всем возможным направлениям, включая экономику, социальную сферу, культуру, образование и науку. Беларусь является главным торговым партнером России среди стран СНГ, а Россия – основным торговым партнером Республики Беларусь. У нас успешно действуют тысячи совместных предприятий. Производимая в Беларуси высокотехнологичная продукция, например, трактора МАЗы, БелАЗы, больше чем наполовину состоит из российских комплектующих. Это уже не товары Беларуси или России, это продукция, можно сказать, союзного государства. Особое значение, безусловно, имеет межрегиональное сотрудничество. И практически все регионы наших стран поддерживают прямые контакты. Товарооборот Республики Беларусь с такими субъектами Российской Федерации, как Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан, Смоленская область, Тюменская область, превышает товарооборот Беларуси со многими зарубежными государствами, и это о многом говорит.
Только в прошлом году Беларусь посетили 68 делегаций из субъектов Российской Федерации. Для руководителей муниципалитетов будет введен рейтинг публичности. Главам местных администраций придется активно освещать свою деятельность в социальных сетях. Об этом стало известно в ходе совещания в Карабулаке. Основным же вопросом обсуждения стала подготовка к празднованию 25-летия региона. Все подробности у Марии Мистоевой. Одна из самых актуальных тем на сегодня – подготовка к празднованию 25-летия республики. В этот день в регион прибудут высокие гости, а жители республики будут принимать участие во всех праздничных мероприятиях. Очень важно обеспечить их безопасность и провести этот день на высоком уровне. Второй основной темой стало освещение деятельности органов местного самоуправления в СМИ. Анализ и статистику в этом направлении привел один из сотрудников управления внутренней политики. За май месяц суммарный показатель сайтов муниципальных образований по количеству публикаций новостей равняется 3,1 статьям в день, в то время как по данным за март аналогичный показатель равнялся 1,6 статьям в день. То есть увеличение, все можно констатировать, Муслим Алиханович, что в этом направлении работу все подтянули. Лидером по активности сайта за май месяц является город Назрань, 5,4 статьи в день. Хорошие, можно сказать, даже отличные показатели у города Малгобек, 4,5. Освещать свою работу на сайтах и в соцсетях необходимо, чтобы жители и гости региона знали о достижениях того или иного населенного пункта и республики в целом. А Муслим Яндиев добавил, что в скором времени для глав муниципалитетов будет введен рейтинг публичности. Сюда входит количество публикаций, их качество и наличие подписчиков и их активность. Другой немаловажной темой стала оплата коммунальных платежей. Самый низкий показатель в этом направлении у Назрановского района. На последнем заседании в правительстве и председатель правительства озвучил и поручение главы республики Назарбека Маргельевича было категорически в очень кратчайшие сроки нужно повысить уровень платежей за коммунальные услуги. Это будет одна из критерий оценки работы эффективности глав муниципальных образований. Это очень важно. Хотел бы донести до наших коллег, что исходя из этого, соответственно, будет формироваться и отношение к ним, то есть соответствие или же несоответствие. Затронули и тему духовенства региона. Ахмед Сагов объяснил, что работа глав населенных пунктов тесно связана с деятельностью имамов мечетей. Ведь и те, и другие ежедневно взаимодействуют с жителями. Такого рода встреча в этом же составе проводится не впервые и не в последний раз, по заверениям Муслима Яндиева. В скором времени будет проведено аналогичное совещание, но в более развернутой форме, где каждый из глав муниципалитетов расскажет о том, что было сделано по итогам предыдущих встреч. Мария Мистоева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Трудоустройство, жилищный вопрос и оказание материальной помощи. Эти и другие вопросы прозвучали в адрес председателя Народного собрания республики. Зелимхан Ивлоев провел прием граждан в региональной общественной приемной Дмитрия Медведева. Заявителей несколько, просьбы разные, и каждая из них нуждается в тщательном анализе. Мадина Пугова продолжит. Трудоустройство, оказание материальной помощи и жилищный вопрос, пожалуй, стоят на первом месте в списке обращений граждан. Зарема Кадзоева, к примеру, уже 8 лет живет в чужом счетовом доме. Раньше вместе с семьей они ютились у родственников мужа, а сейчас, возможно, и вовсе останутся без крыши над головой. На прием к председателю Народного собрания республики пришел Ислумбек Зауров, пожилой мужчина, отец погибшего сотрудника правоохранительных органов. В течение нескольких лет неоднократно переступал порог Верховного суда Ингушетии. Решение о выделении ему квартиры уже принято, признается он. Вот только браться за его исполнение никто не хочет. Чуть позже свою проблему он озвучил уже в кабинете общественной приемной Дмитрия Медведева. Пытаясь выяснить все обстоятельства возникшей ситуации, Зелимхан Ивлоев внимательно выслушал пожилого мужчину. Страховка 300 тысяч. 300 тысяч.
Супруги Заурова находились на иждивении сына, и чтобы улучшить свои жилищные условия, родители погибшего намерены до конца отстаивать свои права. Зелимхан Ивлоев, в свою очередь, пообещал взять вопрос на личный контроль и вместе с министром внутренних дел республики решить эту проблему. Далее с просьбой включить ее в программу получения жилья обратилась и эта женщина. Я работала в школе, около 40 лет стаж. В общем, с сыном мы жили. Сын закончил наш медицинский, работает сейчас в республиканской больнице детским хирургом. Заведует оперблоком. Сыну 31 год, пора жениться. Вот только ни женщина, ни ее сын не попадают ни под одну из программ выделения жилья. Молодой человек холост, да и работать в сельской местности не хочет. Ситуация, признается председатель Народного собрания республики, действительно сложная. И чтобы решить этот вопрос, необходимы комплексные меры. Если мы не можем давать квартиры, я думаю, что все-таки надо вернуться к вопросу распределения земельных участков от ИЖС. Законодательная база для этого республиканская есть, но дальше нужно волевое решение, опять-таки посоветовавшись с населением. Тем временем в холле общественной приемной Дмитрия Медведева в своей очереди ждут другие заявители. Лейла Кадзоева, к примеру, хочет попросить материальную поддержку, ведь на ее попечение аж 16 детей, 11 своих и еще 5 внуков. Вот я огороды вот этим всем занимаюсь, что цикалис я на что сей ханса скалили ас. Тагын хать энисуя фокутта солнце цемметик хукяти гиштян, что хать они не социально. Некоторые вопросы организаторам приема граждан удалось решить, не выходя за пределы кабинетов. Впрочем, большинство обращений граждан, как выяснилось, требует более тщательного разбирательства, а потому они будут решаться поэтапно. Мадина Пугоева, Хаваш Гуйгов, Новости 24. Организаторы хаджа 2017 активно готовятся к сезону паломничества в Мекку и Медину. Срок подачи документов, их перечень, размещения паломников в гостиницах, эти и многие другие вопросы обсуждались на совещании в республиканском Миннаце. Отправка будущих хаджей запланирована на конец августа. Вылеты состоятся из аэропорта Магаз. Слово Фериды Межоевой. От выпуска специальной памятки, в которой расписаны правила совершения хаджа и умры, до создания комфортных условий для паломников в Мекке и Медине. Нюансов в организации хаджа много. На повестке дня более 30 вопросов, но особый акцент собравшиеся делают на вакцинации будущих хаджи. Если вы не будете на руках иметь сертификаты о проделанных прививках, в том числе менингококковая вакцина, вас на границе могут не пропустить. Вот, поэтому в течение месяца до отъезда нужно обязательно сделать прививки по всем вопросам организации. Где будет кабинет, когда будут делать прививки, нужно обращаться в комитет по хаджу, где все это подробнейшим образом объяснят. Еще один не менее важный пункт – сроки подачи документов. Эту процедуру взяла на себя туристическая фирма «Иман Тур». В этом году республике выделена квота на 1400 мест. Однако необходимый пакет документов собрали не все. Связано это с тем, что около 70 паспортов еще находятся на стадии оформления. За счет этого комитет по хаджу продлил сроки предоставления бумаг. Но паломникам стоит поторопиться. Мы надеемся и должны, как говорится, в срок получить паспорта. Но есть какой-то часть лиц, которые чуть запоздали в связи с этим. Последний срок мы сейчас определились, чтобы до 20-го мы могли в посольство переправить документы, до 15 июля. Последний прием документов будет. И эти списки мы, значит, направим и Минздрав, и все структуры, чтобы они по этим спискам уже начали работать. Проведение обучающих семинаров, подготовка символики республики, а также четкое расписание с датой и временем вылета. Все эти вопросы необходимо решать уже сейчас. С учетом количества паломников в аэропорту выделено 2 борта для рейсов в священные места. По мере необходимости количество самолетов будет увеличено. А вот смогут ли паломники покинуть республику, зависит уже от них самих. Нужно будет информировать наше население, и основная задача и Иман Тура, и Министерства национальной политики, что судебные приставы не будут выпускать людей задолженности по коммунальным и не по коммунальным, по всем платежам. Обсудили на совещании также вопросы информационного сопровождения хаджа 2017. Авиаперелет, оформление визы и проживание в Медине уже организованы. $3100, $2500. شقي متك حبلون يعني عبوش مناخة يا تلتو داخل تش ولم 3 متر تان عبخ أوتوبوس خجي حرمي عبخ تا متك يجي ثانية
весак чуводжи, прасак чуводжи, коуджи, шиуджи, бахши, номерш. Шалла по 2600 программе. Цан по километре. Цан чабах метик полный юлжи. Цан автобус хоги, хакми хабахка ламза. Ежегодно региональный Минздрав оказывает гуманитарную помощь паломникам. Так и в этом году ближе к хаджу в комитет планирует передать лекарственные наборы. Кроме того, каждую группу будут сопровождать медики. Дали четкие конкретные указания всем структурам, чтобы они в сроки уложились, касающиеся их вопросов по проведению хаджа. Как часовой механизм все сработаем и отправим наших паломников для совершения хаджа в Королевство Саудовской Аравии. Уже в начале августа планируется провести итоговое заседание с участием всех паломников. Первый вылет в священные места намечен на 23 число того же месяца. Ферида Миржоева, Рахман Цуров, Новости 24. Накануне на федеральной трассе М-29 произошло 2 дорожно-транспортных происшествия. В результате аварии, произошедшей в районе сельского поселения Барсуки, погибли 2 человека. Всего в обоих ДТП пострадало 7 человек. По предварительным данным, причинами аварии явились нарушение скоростного режима и несоблюдение дистанции между движущимися транспортными средствами. Материалы дела находятся на стадии следствия. После всех проверок будут установлены причины и степень вины участников ДТП. По федеральной трассе ФАТ-Кавказ М-29 в 572 километре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 1 госпитализирован, 2 скончались. Это в районе сельского поселения Яндари произошло тоже столкновение 3 автомашин. Это 2 легковых и «Газель». «Газель» зацепил касательно. В результате дорожно-транспортного происшествия 4 человека госпитализированы различными телесными повреждениями. В связи с ростом цен на бензин особым спросом среди автовладельцев пользуется газовое оборудование. Однако не все водители соблюдают правила безопасности при его установке. Например, ингушские автомобилисты долгое время не могли пройти официальную процедуру оформления документов на газовое оборудование, поскольку в регионе попросту не было соответствующих фирм. С недавних пор ситуация изменилась. Репортаж Юсупа Гелисханова. Все хотят ездить на личном транспорте и как можно меньше тратиться на топливо. А в связи с ростом цен на бензин в последнее время популярность набирает газовое оборудование. Если литр бензина в среднем стоит 36 рублей, то газ обойдется в 16. ГБО, кстати, можно установить на любой тип авто. Водитель со стажем Микаил Аушев такой альтернативой остался доволен. Оборудование, установленное в его приоре, зарегистрировано и с документами все в порядке, делится автолюбитель. В сервис сегодня его привел запах газа в салоне. Газ царшер от его, газ царшер от. Выгодно, кзнисах. Выгодно, мечтать. Там мечтать, я газ царю хочешь. Руслан Зауров работает в сфере установки и ремонта газового оборудования более 13 лет. И поэтому толк в этом деле знает. В день он обслуживает несколько десятков клиентов. Дукая гази, газ да утирертежи, шаст кезик экономит тирертежи, экономичный ер, дук плюс жил. Скиатс вопрос. Хат ара да вообще дук махан тигит цаух, что самаш хандерт я да дук жуксус дядерт яхш. Шеваш те делать цеха, что скиат там оформит тахлж декады. С начала 2015 года закон обязывает водителя регистрировать любые изменения конструкции транспортного средства. Установка ГБО входит в число таких изменений. Так что автолюбитель, установивший или запланировавший установку газового оборудования, должен сначала подать заявку в испытательную лабораторию. После получения заключения испытательной лаборатории обращается в ГАИ, подает заявление на разрешение внесения изменений в конструкцию транспортного средства. После этого, когда уже производится осмотр транспортного средства, все процедуры, которые он проходит после автоинспекции, после этого он обращается в лицензированные предприятия, где устанавливают оборудование. До сих пор ингушские автолюбители сталкивались с проблемой отсутствия фирм, которые вправе выдавать заключения, разрешающие использование пропана. Соответственно, приходилось ездить за этим в другие регионы. Теперь же это можно сделать, не выезжая из республики, и за приемлемую цену. Одной из наиболее популярных фирм в Ингушетии по установке такого оборудования является Италгаз. Здесь можно оборудовать не только отечественные авто, но и иномарки.
Тем более, что даже владельцы дорогостоящих внедорожников с объемными двигателями сегодня переходят на газ. Полный пакет на газовое оборудование – это свидетельство ЕАЭС, заявление декларации, то есть там описываем выполненные работы. Прилагается сертификат, приложение к сертификату, сертификаты на оборудование само и, естественно, паспорт газового баллона. Чтобы получить свидетельство об изменении конструкции транспортного средства, автовладельцу необходимо обратиться в госавтоинспекцию, где вносятся изменения в документы об установке ГБО. Госпошлина обойдется 800 рублей. Напомню, что установка газового оборудования без документов считается нарушением ПДД и карается административным штрафом. На основании части П1 12.5 изменение конструкции транспортного средства в нарушении пункта 7.18 ПДД внес изменение в конструкцию транспортного средства без разрешения ГИБДД. По госстандартам есть сроки, по истечению которых автовладелец обязан пройти техосмотр ГБО. Если машина новая, то за первые 3 года его надо пройти всего 1 раз. А уже после 5 лет эксплуатации автомобиля техосмотр ГБО надо проходить ежегодно. В случае неправильной установки оборудования у водителя могут возникнуть проблемы, самая опасная из которых утечка пропана. Поэтому относиться к этому нужно серьезно и обслуживаться только в специализированных автосервисах. Юсуп Гелисханов, Магомед Урусханов, Султан Булгучев, Новости 24. 50 успешных операций за сравнительно короткий срок. Плевский онкодиспансер может гордиться первыми результатами работы своего медицинского персонала. Врачи не могут нарадоваться современному оборудованию, с помощью которого они оказывают пациентам высококвалифицированную медицинскую помощь. Материал Марии Местоевой. Хаматхан Султыгов сегодня, можно сказать, начинает жизнь с чистого листа. 3 года мучений с зобом, который постепенно превратился в онкологию щитовидной железы, остался позади. Сегодня Хаматхан выписывается из онкодиспансера, а от болезни у мужчины остался только тонкий шрам на шее. У меня был рак щитовидной железы, 4 узла. Лечился я, как выявили, было 3 года, как выявили. Обращался в магаз. Оттуда мне предложили сюда, обратиться сюда, и тут начал лечил. 3 года лечился, но результатов не было. И вот, как сказал главный врач Виталий Леонидович, нужно было прооперировать, оперативное вмешательство. Вот, прооперировали, сейчас, как видите, выписываюсь уже. Все нормально, чувствую себя хорошо. Качественное лечение и возможности оборудования уже оценили пациенты, которые здесь лечились и диагностировались. Молва об ингушском онкодиспансере распространилась и за пределы республики. Например, жителю соседнего региона Сарпудину Магомадову поставили неутешительный диагноз еще 2 года назад. Долго выбирать, где лечиться, мужчина не стал. Раньше я обследовался, у меня анализы брал в Грозном. Приехал работать сюда, в Ингушетию. Мне сказали, что есть такая больница, есть такой специалист. И мне захотелось по предварительным заключениям лечиться здесь, именно у Жахова, Сулеймана. После операции никаких посторонних таких болей, ничего не было. И чувствую прекрасно. Большинство операций проводит главный врач медучреждения Виталий Коваленко. В онкодиспансере уже проведено около 50 успешных операций. И это только начало. Врач серьезно намерен снизить количество этого заболевания в регионе. Мы работаем на уровне современных достижений в онкологии. И наша с вами задача медицинской системы республики организовать поток и условно здоровых лиц и тех, у которых имеется подозрение на опухоль, на обследование в нашу поликлинику онкологического диспансера. А здесь мы уже сделаем все возможное для того, чтобы определить, есть диагноз или нет этого диагноза, подтвердить его или отвергнуть. И если выявится заболевание серьезное, то провести соответствующее лечение. Сердцем этого медучреждения можно считать патологоанатомическое отделение. Именно здесь определяется злокачественность или доброкачественность новообразований. Лаборанты, которые здесь работают, специалисты своего дела, от профессионализма которых и зависит точность поставленного диагноза. Оборудование совсем другое, как раньше. Конечно, легко, можно сказать, но все ответственно. Видите, там точностью надо, специально тонкие срезы. Если срезы не получаются хорошие, мы их, конечно, стараемся, чтобы они получились. От этого зависит, можно сказать, диагноз больного. Танзила Плиева работает с женской половиной пациентов. Маммограф, установленный в этом отделении, единственный на всем Северном Кавказе. Ежедневно сюда приходит как минимум 5 женщин с подозрениями на заболевания молочной железы. Аппарат называется маммография. Его не больно делать и занимается минут 10. А в день сколько людей? В день
Ну, 7, больше бывает. Ахмед Ахильгов диагностирует весь организм пациента на наличие раковых клеток и новообразований. Аппарат компьютерной томографии, на котором работает доктор, самого последнего поколения. Преимуществ новой техники много. Управлять им можно непосредственно у аппарата, но это лаборант наш делает. И можно за лаборантским рабочим местом. Естественно, когда его включают, здесь никого не бывает, бывает в защищенной комнате. Для пациента тоже он очень легок и удобен в обращении, потому что скорость сканирования она позволяет очень быстро обследовать и отпустить пациента. Распечатка изображения идет на принтере очень высокого качества с минимальными усилиями рентген-лаборанта и доктора. Возможности республиканского онкодиспансера настолько велики, что пациенты даже с самыми запущенными формами заболевания смогут получить шанс прожить еще не 1 год. Но, как говорится, предупрежден, значит защищен. Диагностика даже такого страшного заболевания, как рак на ранних стадиях, позволит победить болезнь навсегда. Мария Мистоева, Султан Булгучев, Новости 24. В Назрани состоялась профориентационная выставка с участием студентов СУЗов республики. Она приурочена ко Дню молодежи, который отмечался 27 июня. Молодые люди рассказали о своем учебном заведении, блеснули знаниями, полученными от преподавателей. Насколько хорошо у них это получается, Залина Могушкова расскажет. Не так часто можно встретить скопление различных специалистов, как здесь. Пока будущие врачи измеряют кому-то давление, мастера сварки показывают результаты тяжелой ковки металла. Из всего многообразия пестрят выставочные стенды с национальной кухней. Студенты каждого учебного заведения демонстрируют то, чему они научились во время обучения. Кроме того, эта площадка позволяет привлечь к определенной специальности тех, кто еще не знает, какой путь выбрать. Политехнический колледж осуществляет подготовку по следующим направлениям: прикладная информатика, бухгалтерия, экономика и бухгалтерский учет, правоведение, дошкольное образование и образование начальных классов. На сегодняшний день в нашей стране требуются высококвалифицированные, конкурентоспособные специалисты, которыми движет любовь к родине и стремление выполнять любые задачи, которые ставит перед нами время. Профориентационная выставка организована Комитетом Ингушетии по делам молодежи и Минобром республики. Она приурочена ко Дню молодежи, который вся страна отмечала 27 июня. Но в Ингушетии из-за более важного праздника торжества были перенесены. Я был приятно удивлен сегодня, посмотрев все то, что здесь представлено на этой площадке. Но у нас молодежь еще раз подтверждает то, что она талантливая, то, что у нее есть прекрасное будущее. И все, чтобы сегодня создать те условия для нашей молодежи, для продвижения вперед и найти себя, найти место в этой жизни, в нашей республике, мы для этого делаем максимально все то, что мы можем. На выставке прошло торжественное вручение дипломов за содействие в реализации гражданско-патриотического воспитания молодежи Ингушетии. Их вручили студентам пожарно-спасательного колледжа, которые являются также волонтерами такого молодежного движения, как Всероссийский студенческий корпус спасателей. Ребята не раз участвовали в организации студенческих форумов, майских праздничных мероприятий и спортивных состязаний. За содействие в реализации гражданско-патриотического воспитания молодежи Республики Ингушетия. Диплом вручает председатель комитета по делам молодежи Сулейман Игиев. Молодые ребята из корпуса спасателей сегодня демонстрируют не только обычные учебные макеты, но и оборудование, которое используется при спасении людей в чрезвычайных ситуациях. Ребята даже готовы показать их в действии. У нас есть АПП, это автомобиль первой помощи, предназначен для доставки спасателей в зону в ЧС. В него входит ГАСИ, гидравлический аварийно-спасательный инструмент, система дымоудаления предназначена для удаления дыма в помещении. Праздник молодежи не прошел без концертной программы, где ребята образовали круг и станцевали традиционную лезгинку со всей энергичностью, присущей молодому сердцу. Залина Могушкова, Султан Булгучев, Новости 24. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго.